Всем привет, меня зовут Евгения Аргунова, я выпускница факультета иностранных языков Якутского госуниверситета. Всем привет, меня зовут Ася Артемьева, я выпускница факультета психологии Северо-Восточного федерального университета. Мы ведущие подкаста Университетской лиги выпускников. Мы встречаемся с выпускниками разных лет, чтобы послушать их интересные истории. Если ты хочешь узнать, чем занимается твой однокурсник, присоединяйся к нам и смотри наш подкаст. Итак, Саш, расскажи, где мы находимся, чем ты сейчас занимаешься? Мы сейчас с тобой сидим в офисе команды Драйви, и я работаю в благотворительном фонде Синетспарк. Это фонд развития региона. Вообще мы видим разные проекты развития. Вот есть истории такие, которые там собирают деньги, помогают детям или каким-то нуждающимся. Да, это не наша история, мы немножко про другое. Мы про то, что помогает развиваться человеку, детям, людям, взрослым и так далее. То есть это такие проекты, которые тоже очень важны, но, скажем, там правительство или власть, да, до них еще вот как бы не доходит. Давай вернемся к твоему студенчеству, так как ты выпускник у нас с Института математики, информатики, ЕГУ еще, да? Расскажи, вот, каким было твое студенчество и чем вообще в жизни помог тебе университет? Ой, студенчество, это, мне кажется, вообще для каждого человека студенчество — это лучшие годы, наверное, да, ну и для меня не исключение тоже. Я, конечно, с теплотой всегда вспоминаю студенческие годы. Как ты правильно заметила, я закончила еще ЕГУ, Якутский госуниверситет, Институт математики и информатики. Я училась по специальности прикладная информатика в экономике. Документ я подавала в автодорожный факультет, Институт математики и информатики, и финансово-экономический институт. При этом я во все 3 места поступила, и я помню, что долго так сомневалась, куда мне пойти. Я там у папы спрашивала, у дяди спрашивала, у своего классного руководителя спрашивала. В итоге остановилась на Институте математики и информатики и вообще нисколько не жалею. То есть это специальность прикладная информатика в экономике, даже тема дипломной, реклама в интернете она у меня была, и я потом пошла работать именно по рекламе в интернете, и это вот прям все то, чего я... То есть твоя специальность, она помогает тебе по жизни сейчас? Конечно, мне кажется, это там даже не сколько знаний, сколько, мне кажется, развитие софт-скиллов, это очень важно, потому что в университете ты действительно учишься общаться, коммуницировать, понимать, как ставить задачи, там, что-то еще, там, как минимум, как правильно быстро обучиться чему-то новому. И когда ты уже в профессиональную среду заходишь, тебе это уже во многом помогает, да, ты более раскованно себя чувствуешь, там, смена обстановки. Ты 10 лет учился в школе с одними и теми же одноклассниками, ты как бы к ним прикипел. В университете новые люди, там другие языки. Судя по тому, что как бы я училась в Якутском госуниверситете, да, у нас все равно больше было студентов с районов, там, с города якутоязычных, да, и все-таки нас немножко было мало, и все равно привыкаешь, адаптируешься и не воспринимаешь это все, как бы, знаешь, настолько, что вот плохо, там вот русским, как бы, не знаю, можно или не можно здесь математику национальную. Ну, в общем, как бы я не чувствовала себя ущемленной, да, мне было комфортно, я, наоборот, с ребятами там немножко где-то что-то... Вот инсайдерская информация, расскажи истории про языки, что-то у тебя есть связано? Да, я помню. С этим? Слушай, мы участвовали в конкурсе якутского языка для начинающих нашим институтом, я уже точно не помню, но мне почему-то кажется, что мы заняли первое место, хотя я сейчас могу, конечно, ошибаться, но мне почему-то кажется, что это действительно мы что-то заняли хорошее. И мы прям там готовились, я выучила стих, который я на всю жизнь запомнила и везде его транслирую на всяких мероприятиях национальных, там, будь то эссэх или там какие-то торжества юбилейные и так далее, и всегда заходит с овациями, потому что девушка как бы русская и читает стих на якутском языке. И даже он про зимний день, но я читаю его во время эссэха летом, да? Таптыбын сахам сырин кыгыны тайскүнүн, чаран кыры семейин дөйдүр көмүс көлүмүн. Мана бар бары маған кырса кырнас, мағанға мағанынан маған хабжи суруяр. Мана жон да дуахлара, раз маған хар күрдүк, өрей күнү ыллара, мончарар тунал харды.
Может, какие-то слова я не так говорю, Класс. но смысл я улавливаю про зимний день в Якутии, что все вокруг белое, и там и люди, и души, и животные, и так далее. Вот мне кажется, такой Ну, смысл. вот, И считай, это как бы- сколько лет прошло, а ты до сих пор Да. наизусть помнишь стихотворение и очень даже прекрасно его продекламировала. Еще у меня есть такая небольшая инсайдерская информация, что ты была активисткой и занималась в школе актива, по-моему, да, университетском? Слушай, то, что касается моей активной жизни студенческой, это вот 100%, и это не только там школа актива. Я была в ПОСе, это профсоюзная организация студентов, это еще тогда у нас была команда Игоря Ли, Вани Луцкана, вот ребята, которые Так. сейчас как бы известные, Да, да? понятно. Вот. Я была в русском ансамбле, правда, не помню, как назывался, русского народного танца, мы выступали все время. Я была в педагогическом отряде «Шепот сердца», хотя никак не связана моя профессия с педагогикой, но тем не менее мне вот вожатство, тема очень близка, и дети мне всегда близки. Что там у меня еще было там такое? Я участвовала в КВНе. И Да, мы собирали КВН, тогда да. команду КВН, КВН, это Института да. математики и информатики, при том, что и мы как бы в то время особо у нас, ну, команда не такая уж популярная была, мы не особо, может быть, смешные были, да, и мы были только на старте. Вы были серьезные, да. Ботаны, возможно, мы были ботаны, это наша фишка была на сцене, когда мы такие. Вот, но, тем не менее, мы заявили о себе, что мы есть. Потом, после того, как я ушла, и когда уже закончила институт, я просто знаю, что ребята хорошо выступали и проявляли себя в КВН. Ну, в общем, вот много чем я занималась. Расскажи тогда про... Давай про правком. Давай. Чем занимался как бы правком в то время? Какие у вас были проекты? Что вы вообще делали? Да, я не знаю, зачем Может, я... какие-то интересные истории есть, связанные с именно с той Не знаю тогда, деятельностью? зачем я зашла в правком, но почему-то мне показалось интересным. Во-первых, я очень в студенческий год дружила с Надей Яковлевой, которая была у нас председателем профсоюзной организации. Ну и мы, в общем, какие-то классные штуки делали. У нас тогда, к сожалению, не было кабинета, мы тогда выбивали. Я знаю, что сейчас у ребят есть свой кабинет, и это очень круто. Я просто недавно заходила, и мне сказали, вот это кабинет после меня. Я такая, ух ты, классно. В наше время такого не было. Это была большая роскошь, там выбить А кабинет. где вы тусовались? Да везде, где можно. Не в КС? КФЕН — это вообще на самом деле большое помещение, где Понятно. найти место вообще не проблема. Уголочек находили. Да. Саш, расскажи, а были какие-то вот вообще нестандартные истории, которые вот ты помнишь из студенчества? Что-то такое прям необычное, что ты можешь нам поведать? Но у меня много таких историй в копилке. Давай вот что-то, может, связанное, может, с Да, преподавателями, например. давай расскажу. Я училась, как я уже говорила, по специальности прикладная информатика в экономике, и много дисциплин у нас вела Полубелова Татьяна Николаевна. Вот кто у нее учился... Такой серьезный вид сразу. Да, серьезно. Кто у нее учился, ну вот уже понимает, о чем будет история, наверное, да? Она Я такая не училась, не знаю. очень строгая была, но она и давала очень хорошие знания, очень много, мне кажется, вот то, что она давала. Во-первых, она была у меня преподавателем дипломной работы, как это называется? Научный руководитель, да. Вот, и поэтому я ей за это очень благодарна, она вот прям меня очень хорошо вела. И вот на ее уроках, на ее дисциплинах все, конечно, всегда все приходили, всегда все записывали, всегда конспектировали, экзамены, прям это отдельная тема. И вот был у нас экзамен, уже не помню, правда, по какой дисциплине. Сидим мы, значит, отвечаем на вопросы, и отвечает мой однокурсник, и что-то говорит там про микроволновые волны. Говорит, где они используются, что-то такое. И я там ему шепчу. Ну, я просто услышала докоренное слово, я такая, думаю, надо помочь ему, мне же всем помочь нужно. Я такая, микроволновка, наверное, по-любому, короче. И я ему там шепчу, микроволновка. Она слышит, короче, все это дело. Ой, прям вообще смешно. Она слышит и говорит, Штопалова, что ты там подсказываешь? Ну-ка, давай быстро зачетку. Я думаю, ну все, короче, я попала, сейчас на пересдачу пойду там и так далее. Берет мою зачетку, а все зачетки-то у нее на столе, мы же как приходим, сдаем обычно, там билет тянем и так далее. Она там находит мою зачетку, что-то пишет и говорит, все, иди. А я такая, Ты в значит, ужасе. да, я в ужасе, наверное, я была еще бледная, бледнее, чем сейчас, не знаю. В общем, выхожу я из кабинета, открываю зачетку, а там стоит 5 отлично, прикинь? И я была в шоке. А ты ответила вообще на свои там билеты? Нет, я даже на свои не отвечала, я просто сдала свой листочек и все. Вот, и
ну, потом я поняла, да, мне кажется, потому что я, во-первых, я всегда очень дисциплинированная к учебе, я там мало что пропускала, только если по уважительной причине. Может быть, вот это мое отношение к учебе, к урокам позволило ей вот так себя как бы повести и поставить мне 5 отлично за то, что я там подсказала Я думаю, какому-то мальчику. тебя пытались просто спровадить быстрее, чтобы ты вообще больше никому не подсказывала. Может быть. А у меня, знаешь, у меня такие... А можно еще я расскажу? У меня тоже Давай, такая классная давай история есть. еще. Я вот сейчас просто вспомнила. Это было на математике, или не помню, да, высшая математика. А кто вел высшую математику? Ирина Валентиновна. Она вела. В общем, там нужно было написать контрольную и сдать листочек и уйти. Я написала контрольную, там, по-моему, тема была лимиты. Это было, типа, там, в первый, второй курс, наверное, что-то такое. А при этом она нам сказала: все, закончите и кладете листочек и уходите, сама ушла. Ну, я, конечно, закончила все эти там задания делать, лимиты. И меня ребята спрашивают: Саш, можно мы у тебя спишем? Я говорю: ну, без проблем, спишите и мой листочек положите. И я, короче, ухожу. И когда раздают результаты, моего листочка нет. Они не сдали. Просто они его не сдали, короче. Да. И она меня спрашивает: Саша, ты сдавала? Я говорю: конечно. Но я-то лично не сдавала. Я просто кому-то в руки дала, чтобы кто-то списал. Потом дальше листочек пошел, еще дальше списали. И в итоге ребята просто не сдали мой листок. Так как у нас все-таки подкаст о выпускниках, а ты выпускник, вот расскажи, как ты думаешь, как сейчас университет может и должен взаимодействовать с выпускниками? Не надо ли вообще это? Это 100% надо. Это 100%, потому что это твоя школа, это твоя база. Где бы ты ни работал, в какой сфере, в каком городе, ты все равно можешь, ну, как минимум, заходи на сайт и посмотри, чем живет университет, да. У нас сейчас университет, там есть несколько проектов. Во-первых, мы в прошлом году вели проект студенческой лаборатории Spark Lab, где студенты вместе с нашими коллегами, там, тимлидами, они разрабатывали разные проекты. У нас 6 направлений было. Там, вертикальные фермы, ГИС-системы и так далее. И ребята чему-то учились, навыки у них появились, там, опять же, софт-скиллы, хард-скиллы, да, кто-то сделал это выпускной квалификационной работы себе. Вот. И в этом году у нас проект с Института математики и информатики. Мы запускаем Drive IT для школьников. Это тоже такая проектная деятельность, но только уже школьные команды, там, школьники, студенты, преподаватели, в общем, все вместе. И даже если нет такой деятельности, но в любом случае, там, мне кажется, взаимодействовать с выпускниками нужно, и выпускникам с университетом нужно, да. И тут назревает следующий вопрос от студентов. Ты халяву ловила? Нет. Нет? У меня не, я знаю, в наше время, я не знаю, как сейчас ее ловят, но в наше время было так: открываешь форточку, там, с зачеткой, халява ловить, так кричали, да? Ты так делала? Я так не делала, но так сейчас тоже так делают? Я думаю, что до сих пор так делают. Я так не делала, и я даже не помню, чтобы я писала шпоры. Почему, я не помню. Ну, мне почему-то очень хотелось, чтобы я была честной. Знаешь, у меня был такой случай. По историю России мы тогда изучали. Мы завтракаем дома, и я папу спрашиваю: пап, расскажи про Екатерину II, золотое время, вот что-нибудь такое. И мне попадается в этот день этот билет. И я просто папины слова говорю, да. Все, вот, понимаешь, как бы, хотя что там... получила? Зачет? Да, я не помню, там экзамен был или зачет, но, в общем, да, я сдала, все хорошо. Что ты можешь пожелать нынешним студентам? Те, кто сейчас учится в университете, они уже, естественно, не студенты Якутского госуниверситета, они уже студенты Северо-Восточного федерального университета, как бы крупного такого центра. Да, это уже статус. Да, что ты можешь пожелать? Вот. Я думаю, что не стоит ничего бояться, потому что некоторые выпускники боятся подавать CV, ну, резюме свои, да, проходить собеседования, искать какие-то новые там решения, пути, искать новую работу, уходить, обучались, бывает такое часто, обучались 5 лет на какой-то специальности, потом идут, ну, извините, и реснички делают, и брови красят. Ну, или вообще, да, как бы Да. что-то Но не даже связано с если, высшим образованием. Да, но даже если такой путь есть, не надо бояться, вообще не стоит бояться. Лучше наступить в эту, как бы, на эту тропу, да, и понять, что это не твое, и уйти обратно, да, чем потом вот сожалеть, что ты вот это не сделал. И, ну, в общем, это, короче, история в общем, не про бойтесь. мотивацию, не бояться что-то не делать. бойтесь.